В течение прошедших суток Донецкая Народная Республика, неукоснительно выполняя принятые на себя в соответствии с Минскими договоренностями обязательства, приступила к отводу тяжелых вооружений от линии разграничения, зафиксированной в Минских соглашениях 19 сентября прошлого года. Напомню, что из Тельмановского района, Еленовки и Ясиноватой в настоящий момент выведены самоходные артиллерийские установок САУ 2С1 8 единиц, орудий Д-30 6 единиц и реактивных систем залпового огня П-21 «Град» 6 единиц. По решению главы Донецкой Народной Республики с завтрашнего дня процесс отвода тяжелой артиллерии ополчения в пункты постоянной дислокации будет в инициативном порядке продолжен в других районах республики. Мы готовы безукоснительной реализации всего пакета минских договоренностей, включая обмен пленами по принципу всех на всех. Считаем, что позитивную роль здесь могло бы сыграть привлечение к этому процессу Виктора Медведчука. Все украинские военные, оставшиеся в Дебальцево, должны сложить оружие. Мы гарантируем их передачу украинской стороне. Тела погибших украинских военных мы готовы передавать их родственникам или соответствующим украинским государственным структурам. Ожидаем подобного отношения к достигнутым в Минске договоренностям от Киева, который должен отдать приказ всем своим воинам, военным формированиям немедленно прекратить обстрелы наших городов и приступить под наблюдением представителей ОБСЕ и совместного Центра по контролю и координации режима прекращения огня к реализации всех пунктов Минских договоренностей этого года. Также призываем миссию наблюдателей ОБСЕ, действующую на территории Донецкой Народной Республики, принять непосредственное участие в этих мероприятиях в целях верификации выполнения Донецкой Народной Республики Минских договоренностей от 12 февраля. Гарантируем полную безопасность их работы на всей территории республики.